Книга Нурлана Дулатбекова «Мамочкино кладбище», как и его книга черным карандашом Карлага, издана в рамках научно-просветительского проекта «Карлаг. Память во имя будущего» Академии Балашак. Книга на 3 языках – казахском, русском, английском. В ней собраны архивные документы и снимки, и списки детей, жертв политических репрессий, только рожденных и сразу осужденных. В поселке Долинка с 1931 года располагалось управление Карлага и одно из крупнейших полеводческих отделений лагеря. Здесь же находился роддом для заключенных женщин. Дети, рожденные ими, содержались в детгородке и яслях до достижения возраста 2-3 лет. Детская смертность была высокой. Умерших детей хоронили недалеко от детгородка, который находился на окраине поселка. Хоронили, как правило, в братские могилы без гробов. Эта книга о тех детях, которых коснулись окаянные дни вынужденного сиротства в годы большевистских репрессий. Автора книги «Мой век воспоминания», дневники, рассказы Инну Ильину, переводчицу советского посольства, арестовали в 1938 году и отправили этапом в Акмолинское лагерное отделение как члена семьи изменника Родины. Ее мужа по ложному доносу обвинили в участии в контрреволюционной террористической организации. Эта книга – мемуары мужественной женщины, безвинно осужденной НКВД во времена Советского Союза. 8 лет Инна Ильина была узницей Алжира. Читая мемуары Инны Ильиной, погружаешься в полную контрастов жизнь этой удивительной женщины. Революция, гражданская война, аресты, тюрьмы и лагеря. Несмотря ни на что, эта женщина сумела остаться добрым, честным и правдивым человеком с большой буквы. Эта книга издана в рамках проекта «Карлаг. Память во имя будущего».